Добрый вечер, Хайри Ликич. Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня, как и всегда в ежедневном формате, именно здесь мы разговариваем и даем ответы на все вопросы о коронавирусе, о том, когда вакцинироваться и как уберечь свою семью, почему нужно вакцинироваться, чем нужно вакцинироваться. Решение телеканала ТНВ было создать такую экспертную площадку для того, чтобы ответить на все эти вопросы, которые сегодня очень интересуют наших телезрителей. Сегодня мы говорим о вакцинации от коронавируса. Это самые частые есть страхи перед прививкой, определенные вопросы у нашей аудитории. И сегодня среди наших гостей как раз те люди, кто прекрасно владеет этой темой. Я думаю, мы получим компетентное мнение, услышим. И, возможно, многие, кто сегодня сомневаются, примут то самое решение, к которому долго идут. И я с удовольствием представляю наших гостей. Халид Саубанович Хайртынов, главный инфекционист, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Республики Татарстан, доктор медицинских наук. Хайри Ликич. Хайри Ликич. Владимир Давыдович Менделевич, профессор-психиатр Казанского государственного медицинского университета, председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Республики Татарстан. Рады вас видеть. Павел Валерьевич Зеленихин, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Здравствуйте. И Айдар Альбертович Давлетбаев перенес ковид, вакцинировался. Сегодня один из ярых сторонников вакцинации. Сегодня он свою историю и расскажет. Я же зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554 56 10. Вы можете дозвониться до нашей студии и задать свой вопрос нашим экспертам. Мы же начинаем. Еще 2 года назад Всемирная организация здравоохранения впервые включила сознательный отказ от прививок в десятку глобальных угроз здоровью, наряду с раком, диабетом, сердечными заболеваниями, изменением климата и СПИД. Сегодня, в 2001 году, эта угроза сильна как никогда. Самое мягкое, что мы слышим от антипрививочников, что вакцина – это геноцид, вакцинация нарушает права человека. Вот что, для начала, что случилось с обществом, почему эпидемия расколола это общество на два непримиримых лагеря, на ваш взгляд? Либо это было всегда? С моей точки зрения, вся история вакцинной профилактики со времен еще Эдварда Дженнера, она имела как сторонников, так и противников. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем, это не новое. Другое дело, что количество сомневающихся или противников вакцинации, оно выше по сравнению с тем, что было, например, 10 лет назад, 20 лет назад, полвека назад. Да? Вот. Это совершенно иная ситуация, в которой мы сейчас все оказались. Да, совершенно иная ситуация. С чем это связано? Возможно, появился доступ в интернет, да, где размещается различная информация. С одной стороны, эта информация может быть правдивой, с другой стороны, это может быть ложная информация, и не всегда тот, кто пользуется интернетом, может принять правильное решение, сделать правильные выводы, ошибочные выводы, и это может повлиять в дальнейшем как раз на отказ от вакцинации. От себя в качестве инфекциониста скажу, что вся история борьбы с инфекционными заболеваниями, она связана именно с вакцинацией. Нет ничего более эффективного, нет более эффективных способов борьбы с любой инфекционной патологией, чем вакцинация. Это показала нам история борьбы с натуральной оспой, которую мы победили, и в настоящее время нет этого заболевания в мире. История борьбы с полиомиелитом, с дифтерией, с коклюшем и другими инфекционными заболеваниями. Мне трудно даже представить, что было бы, если бы люди не вакцинировались от полиомиелита. Яркий пример. К чему может привести, например, полиомиелит? Это посмотрите фотографию 3 лидеров после военного мира: Рузвельт, Черчилль и Сталин. Рузвельт, он как раз в молодости переболел полиомиелитом и на всю жизнь остался калекой. Вылечить невозможно. Коронавирусная инфекция, конечно, это не полиомиелит, но исходы, последствия от коронавирусной инфекции, они достаточно тяжелые, поэтому, на мой взгляд, ситуация с вакцинацией от коронавирусной инфекции, она также актуальна, как и вакцинация от других инфекционных заболеваний. Сейчас мне подсказывают, что у нас звонок в студию уже. Ирина Александровна, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, у меня такой вопрос. Очень много ужасов пишут про прививки. С одной стороны, вроде бы говорят, что надо вакцинироваться. С другой стороны, у нас есть знакомые, которые после прививки попадают в реанимацию,
заболевают. И говорят в интернете, что чуть ли не государственная программа по уничтожению людей. В общем, очень страшные вещи пишут. Скажите, кому верить? Где найти правду? Где вот узнать про это все? И действительно ли это безопасно? И какую прививку лучше делать? Спасибо, Ирина Александровна. Да, мы вас услышали. Об этом мы сегодня, наверное, говорим. А что сейчас мы можем, Владимир Давидович, здесь вот человек, наверное, даже уже психологически напуган, да? Вы знаете, мне кажется, что очень правильный вопрос. Человек же не хочет попасть в просак и не хочет ухудшить свое здоровье, сделав прививку, казалось бы, предохраняя себя от других более сложных последствий. Но вопрос заключается в общем плане. То есть как мы выбираем совет, то есть на кого мы ориентируемся. Почему-то в последнее время, во-первых, люди перестали доверять экспертам. Есть кризис доверия. Вот почему вы сказали, так произошло. Кризис доверия, то есть люди не верят врачам. Люди считают, что врачи могут быть куплены фармацевтическими компаниями. Люди считают, что есть давление государственного врачей. Но, наверное, есть какие-то зерна правды и в этих аспектах. То есть вот кому верить, как наш зритель спросил. Я бы выбрал для себя, например, хорошего специалиста и человек, которому я доверяю, которого я вижу, что он стоит на научном мировоззрении. Вот вопрос о том, что у меня есть знакомый, который заболел после прививки, я верю, что это так. Я верю, что так может быть. Но давайте возьмем статистику и посмотрим, действительно это тенденция. Действительно подавляющее большинство заболевает и оказывается после прививки на больничной койке. Или наоборот, это казуистические случаи. То есть верить, я бы сказал, статистике, но правильной, потому что людей в статистику не верят. Да, Павел Валерьевич. Хочу вот добавить, что если мы не верим своей статистике, ну, мало ли, да, у нас всегда власти, что называется, могут замалчивать, казалось бы, да, кому-то кажется. Мы, опять же, имеем возможности посмотреть это по статистикам других стран. По всему миру миллион разных вариантов, выбирай, что называется, на вкус. По крайней мере, если говорить о российских вакцинах, да, если мы говорим о них, то есть два хороших примера, в относительно которых мы можем посмотреть спектр побочных эффектов и их частоту после вакцинации. Да. Я имею в виду две страны, это Аргентина и Сан-Марино. Пожалуйста, хорошие исследования опубликованы в заслуживающих доверия международных качественных журналах, Lancet тот же самый. Посмотрите там, если не верите нашей российской статистике, посмотрите то, что пишут те люди, те организации, которым нет смысла прятать там от россиянина среднего какую-то информацию. Вот, мне кажется, по этому пути надо идти. Да, мы действительно сейчас находимся в таком некотором плену, да, мы выбираем, кому верить, кому не верить, но, опять же, мнение 12-летней девочки или мальчика не равно мнению человека, который всю жизнь занимался каким-то делом и в этом деле является серьезным специалистом. Опять же, как мне кажется, среди врачей тоже может быть достаточно широкий спектр, потому что хороший хирург, даже гениальный хирург не значит великолепный там, или грамотный инфекционист. Тут, конечно, надо более узко, более качественно выбирать того человека, который будет давать советы. Вот сейчас еще вопрос у Ирины Александровны еще один был в завершении. Там, и какую вакцину выбрать? То есть сегодня уже 4 вакцины, да, есть на выбор, которые зарегистрированы. 5-я идет, проходит клинические испытания. Вот в этой ситуации как быть? Как определиться с вакциной? Ну, смотрите, смотря кто вакцинируется. Если человек никогда не вакцинировался, то, конечно, нужно выбирать, можно выбрать одну из 3 вакцин. Например, это может быть Спутник Ви, это может быть Ковивак, это может быть Эпивак Корона. Да? Если речь идет о ревакцинации, то здесь можно использовать, например, такие вакцины, как, опять же, Ковивак или Спутник Лайт, да, облегченный вариант. В то же время мы должны учитывать возрастные моменты, да, то есть некоторые вакцины, например, Ковивак и Спутник Лайт, имеют возрастные ограничения до 60 лет, а Спутник Ви, например, не имеет таких возрастных ограничений. Поэтому необходимо все вот эти моменты учитывать. То есть первый раз человек вакцинируется или ревакцинируется, возраст пациента, ну и также сопутствующие какие-то заболевания, аллергические, например, заболевания. Да? То есть если повышенный аллергический риск развития каких-то таких ситуаций, то можно отдать предпочтение
другой вакцине. Многие, особенно из пожилых, я думаю, что в пунктах вакцинации могут это объяснить. Конечно, да. То есть и могут объяснить, какую вакцину им действительно выбрать со всеми противопоказаниями. Я вам скажу, более того, перед тем, как вакцинироваться, человек должен быть осмотрен врачом общепрактики или терапевтом, Который также может порекомендовать тот даст или иной. рекомендации свои. Хорошо, вот сейчас у Ирины Александровны тоже прозвучало, да, то, что целая атака на человечество, мягко говоря. То есть есть действительно антипрививочники, часто сомневающиеся, вакцина вызывает болезнь, меняет геном, влияет на детородную функцию. Вот что на эти вопросы мы можем ответить, ну кроме слова бред, я не знаю. Я могу ответить насчет влияния на детородную функцию. Конечно, на людях сложно сказать, да, недостаточно еще времени прошло, чтобы сказать совершенно точно, что этого нет, потому что действительно любое научное исследование имеет цикл, да, и хотя мы уверены на 99, там, в 9 периоде процентов, что это чепуха, все-таки любой ученый должен сначала убедиться в том, что это так, а потом только говорить. Но, с другой стороны, пожалуйста, можем посмотреть на те эксперименты, которые проводились на животных. Да? Животные многие прекрасно болеют коронавирусной инфекцией, вот SARS-CoV-2. И те же самые, ну, конечно, может, кого-то обижу, те же самые хорьки прекрасно рожают, перенеся коронавирусную инфекцию. Никаких проблем у них нет. Ну, то есть просто у них этот цикл идет побыстрее. Халид Сабанович, есть что добавить? Вот, Я хотел прокомментировать ту фразу в отношении того, что человек после вакцинации от коронавирусной инфекции попадает в реанимацию и болеет тяжело. Здесь вот какой момент. Перед тем, как вакцинироваться, ведь мы с вами не зря говорили о том, что очень важно, чтобы осмотрел врач, для того, чтобы убедиться, что нет признаков активной какой-то инфекции. Возможно, ты уже носитель. Да, возможно. Потому что человек может быть либо в инкубационном периоде, могут быть какие-то клинические проявления, которые пациент может не замечать, там субфебрильная температура небольшая, да, там насморк небольшой. Все это уже является противопоказанием. То есть в остром периоде никакие вакцины, в том числе от ковида, проводить нельзя. Если, несмотря на наличие признаков острого инфекционного процесса, человек будет вакцинирован, вот в этом случае как раз высокий риск будет развития заболевания, которое может протекать в тяжелой форме. И хочу здесь также отметить, что антитела вырабатываются ведь не сразу, не на следующий день, не через 2 дня, а через более-менее какой-то определенный период, это может быть 10 дней, это может быть 14 дней, поэтому очень важно после вакцинации еще соблюдать меры предосторожности. А у нас делают второй компонент, покупают тур в Турцию, да, и улетают, потому что уже есть сертификат о вакцинации. То есть вот как достучаться и объяснить людям, что необходимо вот это сразу соблюдение? приходит сертификат после второго компонента. На следующий день, на второй день, да, на портале так. госуслуг сейчас все это работает прекрасно. А как убедить людей, что вот что после второй прививки тоже можно заболеть, если, во-первых, ты не выдержал, да, определенного, то есть у тебя не сработал иммунитет, что ты не, должен также оберегать себя, да, не ходить в общественные места, не выезжать куда-то. Но все-таки процент привитых, которые оказываются на больничной койке, есть у нас или нет? Сколько людей там оказывается? Ну, это, как было сказано, это казуистический случай, это единичный случай. Все-таки в основном госпитализируются и болеют в тяжелой форме, это не вакцинированные пациенты. А вакцинированные пациенты, конечно, могут заболеть. Эффективность даже вот этих самых эффективных вакцин, она ведь не стопроцентная, 92-95%, поэтому у 5% населения может не выработаться вот этот иммунитет, и эта вакцина может не спасти в данном случае. Но это 5%, то есть для абсолютного большинства людей 95% вакцины будут эффективной. Можно все-таки два слова, потому что люди оперируют словами «эффективность» и, может быть, не вполне понимают, что имеют в виду врачи. Значит, никто не гарантирует на 100% и эффективность, что человек больше никогда в жизни не заболеет, ну, например, не заразится этой коронавирусной инфекцией. Вопрос заключается в том, что эффективность от тяжелого течения. А заболеть, конечно, может, если он тем более не будет соблюдать масочный режим, например. Я поражаюсь, когда я прихожу в какую-то компанию сегодня, знают, что я привит в маске, они спрашивают: ну ты же привит, почему ты в маске? Но мне кажется, что этот вопрос либо наивный, либо осознанная провокация, потому что показывающая, что ну тогда зачем-то надо было делать прививку. Нет у нас с вами никакого способа по мановению волшебной палочки сделать так, чтобы человек стал абсолютно здоровым и никогда в жизни не болел. Ну, это не только от вакцины, от коронавируса, это с любой вакциной. То есть есть шанс заболеть, вопрос, всегда вероятность есть заболеть, вопрос, как ты ее перенесешь. И после любого лечения, любого заболевания также.
нет гарантии, что человек не будет рецидива, что не будет повторного заболевания или даже, может быть, ухудшения. То есть медицина – это ведь не техника. И даже если машину чинишь, если долил там масло, то это не значит, что это будет вечно работать. Что поломка будет, невозможно отказаться. Мы сейчас прервемся на рекламу, дальше продолжим, не переключайтесь. История одной деревни Кара-Чишмя на ТНВ в программе «Каравай». Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. А что это тут у нас? Да это же находка улетных цен. Пряники вишня 48 рублей за 500 грамм. Шоколад Аленка 200 грамм 79. Конфеты птичье молоко 249. Срок акций по 22 августа 2021 года. Подробности у продавцов. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай – все как по маслу. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. Гастроли Саха-опера-балет из самого сердца Якутии. Остап Бендер и калейдоскоп ярких красок в балете «12 стульев». 2 сентября в Театре оперы и балета. В Казанском цирке с 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня говорим о вакцинации от коронавируса. И я сейчас предлагаю дать слово Айдару Альбертовичу. Вот тот человек, который привился спутником и заболел. Да, заболел через полгода почти, да, у вас? Ну, почти через полгода. Вот как это произошло и насколько вы перенесли? Действительно, вот сейчас говорят эксперты, легко болезнь. Вот как это было? Вот давайте для примера. В феврале я сделал спутник ВИ. То есть одним из первых уже получается? Да, одним из первых. Среди пенсионеров, сидящих во второй поликлинике, я, наверное, был единственный не пенсионер. И как раз только разрешили не 60+, а 60-. Полгода я прожил в маске и в перчатках. То есть у меня 50 штук масок и перчаток лежит в машине и дома при входе. И потому что и мама врач, и сестра с мамой племянницей болели. И есть кто из старшего поколения, родителей моих друзей, не выздоровел. Из среднего поколения тоже я был очень расстроен. Мальчику там 42 года. Он за 3 дня сгорел. И поэтому носить маску я не перестал даже после прививки. И ругаюсь со всеми. Лифтом я стараюсь не пользоваться. В магазины я хожу крайне редко. Основное мое мнение – это магазины, лифты и заправки. Общественный транспорт. Общественный транспорт, я за рулем. Но все равно угроза существует в этих местах. Угроза существует, да. Конечно. Да. Итак, вы заболели Я через заболел 4 недели назад. Очень резко. Ночью у меня поднялась температура. Я понял, что это не простуда, что это не кондиционер, что я заболел ковидом. Я накрылся с 4 одеялами. С утра я дозвонился в поликлинику, вызвал терапевта. Она после обеда пришла, взяла у меня ПЦР, мазок изо рта. На следующий день уже был готов результат, что ПЦР у меня положительный. Болел я, скажем, легко. Да, я лежал, да, мне было не очень хорошо, я не мог работать и там выполнять какую-то полезную по дому функцию. Дневная температура у меня была 37,1, ночная там 37, вот 38,4, 38,6. Я сгонял ее парацетамолом. Спал я крепко и хорошо все время. Спустя неделю посоветовался с друзьями
врачами. Они сказали, что тенденция у меня не очень хорошая. Я и не выздоравливаю, и не заболеваю. Что лучше тебе лечь в больницу, а там тебя точно вылечат. Я доехал до РКБ, через приемный покой сдал анализы. Таких, как я, там было предостаточно. Поругался с одной барышней лет 25, которая приехала с насморком. Я ей сказал, знаете, я вот в красной зоне, и я уже болею неделю. И я ложусь. Вы находитесь без маски, без перчаток, еще с сопровождающим лицом, и еще с врачами выясняете отношения. Что почему вас не берут анализ, и вам объясняют, что вызывать терапевта, идите в поликлинику, все там. Меня положили в воскресенье, в понедельник переложили в общую палату на 6-й этаж РКБ. Чуть короче, да. Сколько вы провели в больнице времени? Я провел всего 8 дней. В обычной палате? В обычной палате. Без реанимации? Без реанимации. Но я так понимаю, что то, что вот вы говорили, что на моем этаже только я был с прививкой. Все остальные были без прививки, и состояние у них было на фоне моего очень плохое. Ну вот смотрите, вы сделали прививку, заболели через полгода, когда ревакцинация должна была И быть не уже, успел. да? То есть вы не успели. Вот сейчас вам не говорят, зачем же вы прививались, если все равно заболели? Говорят. Что отвечаете? Я отвечаю, ты не видел, как болеют без вакцины? Если бы ты это увидел, ты бы ничего не говорил. И пока я болел, и спустя вот 2 недели после выписки, несколько человек моих друзей и знакомых пошли и сделали пока первую прививку, но время уже подходит, сделают и вторую. Потому что они не верили, что я могу заболеть после прививки. А они без прививки. И они пошли и сделали хотя бы прививку, понимая, что «А ты что, в больнице лежал? Ты же после прививки, ты же святой». Я говорю, нет, я не святой. То есть сейчас вы будете в дальнейшем, так же, как я понимаю, вакцинироваться, когда у вас через полгода, опять же, в феврале. Хорошо, давайте сейчас еще на это посмотрим. Все-таки обязательно вакцинация в той или иной мере все-таки у нас есть по ряду предприятий, которые выписывает постановление Роспотребнадзора, да, в случае выявления очага. Быть или не быть, нужна, не нужна, о каких нарушениях, чьи нарушения прав? Нарушения прав привитых, непривитых. К чему мы идем? Смотрите, в настоящее время политика государства заключается в том, что вакцинация добровольная. Я так понимаю, это исходит из того, что сравнительно невысокий процент смертности, да? То есть по разным источникам это около 3%. Но есть вероятность того, что смертность может увеличиться, возрасти. И в этом случае придется решать уже совершенно по-другому. Известный наш классик говорил, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Если вероятность смертельного исхода возрастет, например, до 30%, а британские ученые такую мысль допускают, то в этом случае придется рассматривать и такой вариант. Вот. Поэтому вакцинация – это на сегодняшний день тот единственный путь, который не позволяет, конечно, на 100% избежать заболевания, да, риска развития заболевания, но точно в значительной степени снижает вероятность развития тяжелых форм и летального исхода. На мой взгляд, это самое важное. Ждать или не ждать обязательно вакцинации вообще? Ждать или не ждать, или какое отношение? Нужна или не нужна? Вот во мне борются врач и гражданин. Врач, я бы однозначно ввел это, причем очень давно, но еще полгода назад обязательную вакцинацию, потому что понятно, что другими способами остановить эпидемию, какую бы то ни было, невозможно. Значит, вакцинация – это уже достоверно изученный, эффективный способ остановить вот эту болезнь или инфицирование. Но с другой стороны, как гражданин, я понимаю, что это давление, оно может вызывать как раз обратный эффект. И может быть как раз довольно большое количество людей отказываются вакцинироваться добровольно, потому что они не приемлют никакого давления и считают, что это протест. Это несомненный протест. Пока я думаю, что будет все зависеть от ситуации. Я все-таки вот тут вот два примера приведу. Вот есть, например, такое распространенное детское инфекционное заболевание, как ветряная оспа. Очень заразное, там контагиозный индекс 99%, почти 100% заболевают. Но, к счастью, ветряная оспа в основной своей массе протекает не тяжело. Когда мы говорим о ковиде, пока, вот я говорю, смертность составляет около 3%. Если смертность будет расти, то у нас не останется другого выхода, как ввести обязательную вакцинацию. Павел Викторович.
Для меня тоже, на самом деле, ситуация, она ровно дихотомична. С одной стороны вакцинация, с другой нет. И мы должны решить, в каком случае, вот как мне для члена общества становится понятно, когда я думаю о том, в каком случае больше людей умрет. Да, в случае, когда вакцинация отсутствует или когда она есть. И очевидно, что то общество, которое будет вакцинировано большей частью, потеряет меньше своих членов, чем то общество, которое вакцинацию отринет, не приемлет. Ну, тут выбирать просто нечего. Хорошо, сейчас до конца программы 3 минуты. Буквально новость сегодняшнего дня уже на уровне правительства. Михаил Мишустин подписано постановление о мотивации, да, к вакцинации. 100 тысяч рублей, 1000 победителей через портал госуслуг, там случайным образом выявится. Как вы относитесь, это не первая там история, но не на уровне правительства, да? Как вы относитесь к этому? То есть насколько это действительно мотивирует? И насколько не нарушает ли это принцип справедливости тем, кто проявил уже гражданскую сознательность и, в общем-то, Смотрите, у нас же ситуация так, как мы относимся и пытаемся убедить или заставить ребенка что-то сделать. У нас есть два: кнут и пряник. Обязательная вакцинация – это кнут, а вот это 100 тысяч – это пряник. Значит, можно попытаться и то, и другое соединить, и пытаться социально значимую профессию вакцинировать обязательно, а кому-то давать. Но я считаю, что 100 тысяч, ну, наверное, хорошо, но тогда должно быть либо сумма больше, либо людей. И потом мы должны посмотреть, как будут люди, если реагировать. Если будет на 100 тысяч все больше увеличиваться темпы вакцинации, значит, достаточная сумма. Если недостаточно, надо увеличивать. Я бы Мишустину порекомендовал так действовать. Хорошо, как относитесь остальные? Хорошо отношусь, да, и считаю, что ревакцинированным тоже нужно поучаствовать. Кому предстоит ревакцинация, Павел Валерьевич? Халид Сабанович, ваше Я мнение? также поддерживаю. Мы должны использовать любые способы для того, чтобы увеличить процент людей, которые будут в конечном итоге вакцинированы и, значит, защищены от коронавирусной инфекции. Ну, сложный вопрос. Можно было бы каждого премировать по-хорошему. То есть, если ты сделал прививку, то можно было бы там, при сдаче крови давали стакан молока с гречкой без денег, независимо от того, сколько ты сдал, и 2 дня выходных. Пусть маленький, но пряник. Конечно. Пусть маленький, Маленький пряник. но пряник. Но всем. Потому что, опять же, если не всем, опять не социальная несправедливость, и начнутся опять разговоры, что это заговор. Нет, почему? Что не поверят, что был честный розыгрыш. Совершенно верно. Розыгрыш это уже не может обратная быть сторона честным. опять Слово этой розыгрыш же медали. подразумевает, что это нечестно. Хорошо, буквально несколько секунд. Халид Сабанович, я хочу, чтобы вы подвели итоги программы. Все-таки почему нужно вакцинироваться? Вот емко и коротко. Буквально. Я ответил бы так. Чтобы справиться с пандемией коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной, привычной жизни, у нас есть 2 пути на самом деле. Либо человек должен переболеть коронавирусной инфекцией с неизвестным исходом и прогнозом, либо вакцинироваться и увеличить шансы, что человек не заболеет тяжело и выживет. Успеете еще добавить, Владимир Давидович, коротко? Вакцинация – это, громкие слова, гражданский долг, но и как бы моя личная ответственность перед моими близкими, перед окружающими. Я думаю, что вакцинироваться надо именно исходя из этого. Все, большое спасибо нашим экспертам. Встретимся завтра с вами в 17:00. Завтра будем говорить о постковиде. Спасибо еще раз всем. Крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания. Спасибо.